Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, пожалуйста, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии. Земной поклон всем тем, кто делает донаты. Мои дорогие, за вас прошу высшие силы каждый день, чтобы вам поставили в 1000, в миллион раз больше, чем вы помогаете моему каналу. И еще раз огромное спасибо, земной поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Чего вы не ждете, а это внезапно случится. Если тема интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, подумайте о своих планах, надеждах, мечтах, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Чего я даже и не жду, а это обязательно внезапно случится. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Попрошу я высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, чего вы не ждете, но это обязательно случится. Так. Ну, во-первых, я вижу победу. Победу над какой-то очень сложной ситуацией, с которой вы уже просто смирились, которую вы уже с ней даже уже свыклись, да, махнули на нее рукой и сказали, что ну, а будь что будет. Я все равно ничего не могу, я умываю руки. Ситуация пусть решается так, как ей заблагорассудится. И я вижу, что неожиданно и внезапно вы получите какой-то звонок, сообщение, письмецо, весточку. И благодаря вот этой новости, этому сообщению у вас как будто бы кровь взыграет, забурлит. И вы скажете, ну ничего себе, а что это так происходит? Да? А почему это так должно все случиться? Почему я отпускаю эту ситуацию? Мне есть за что побороться, мне есть за что пободаться. И знаете, вы прям не ожидая от себя пойдете и добьетесь того, чтобы эта ситуация разрешилась благоприятно для вас. В прямом смысле слова побьетесь за эту ситуацию. Может быть на работе, может быть в каких-то учреждениях, может быть в суде. Вы знаете, все у вас в голове. Вот как вы себе решите, вот так оно и произойдет. И я вижу, что у вас, как знаете, как подзадорит эта ситуация, да, что вот как это я и проиграю, да, я и не получу. И вы прям скажете, нет, я не сдамся. Пойдете и получите то, что вам причитается, получите то, что для вас хорошо, получите то, что нужно вам. Вот такой момент, мои дорогие. Дальше два человека, которые вот перевернуты, видите, один с одной стороны, другой с другой стороны. Два человека, каждый при луне, у каждого своя луна. Два человека, которые заблуждаются, абсолютно категорично заблуждаются в ситуации, либо в отношениях с друг другом, либо в мыслях о друг друге, либо во взгляде на какие-то вещи. То есть два человека в заблуждении. Этим двум придется пройти определенный урок, да, на своей шкуре, на своем опыте придется с чем-то столкнуться, что в корне поменяет ваше мнение. Здесь я вижу, что вас судьба сведет таким образом, либо в такую вас связку загонят, что вам по-любому придется мириться, вам по-любому придется договариваться, вам по-любому придется общаться. И я вижу, что два человека в заблуждении помирятся, сойдутся, начнут общаться, и для них откроется правда, что они оба заблуждались, и что никто ни в чем не виноват, просто была неправильно подана, либо истрактована какая-то информация. Да, повышенный уровень обидчивости, да, повышенное какое-то самомнение может быть, да. Так тоже бывает, да? Признание будет, признание в ошибках, признание в том, что была неправ. То есть здесь два человека не только сойдутся, но и помирятся. Здесь для двоих открывается новая жизнь, новые перспективы и новые возможности. Если вы понимаете, что это про вас, ждите. Эта ситуация следующего месяца, получается, у нас, да, вас на ближайшее время будут сталкивать, сводить, вас будут загонять в такие, вот знаете, вот коридорчики и рамки, где вам вот по воле, да, не по воле придется сходиться, придется общаться, придется договариваться. Дальше я вижу у вас дом. Дом это либо ваш, либо это новый ваш дом. Здесь какая-то вот прям перемена идет, то ли переезд какой-то, то ли покупка идет, то ли
идет, смотрите, у кого-то отыграется так, что вы покупаете новый дом, да, либо новое жилище, вы туда переезжаете, вы начинаете жить на новом месте, либо в новом месте. Это может быть как ваша собственность, так и, например, вы арендуете, да, например, аренда идет. Также это может быть как перемена полностью в жизни, да, то есть вы полностью меняете не только дом, но и, например, город, где вы находитесь, там, страну, где вы проживаете. То есть у человека идет отрыв от того места, где он корнями пророс, и вот путешествие в новое какое-то будущее, причем в новом месте. Эта ситуация, она могла быть запланирована, она могла быть долго ожидаемой, а могла быть и спонтанной. То есть у кого-то как-то, ну, у каждого будет своя ситуация, потому что здесь достаточно скользкая идет информация. Вот, к сожалению, да, я вижу дом, видите, вот он дом с крышей. Причем дом такой, он хороший дом идет. То есть вы входите в узкий дом, да, вот с узкого захода, а выходите в какой-то прям, ну я не знаю, лакшери, причем такой вот прям и окна большие, и двери огромные. То есть здесь как в прямом, так и в переносном смысле идет улучшение качества и уровня жизни. Ну, напишите мне потом в комментариях, как у вас все это отыгралось. Я вижу, что здесь человек, кстати, вы можете куда-то временно даже переехать, да, вас пригласят, но вот это временное, оно отыграется как постоянное. То есть вы приедете временно, да, на недельку, на 2 погостить, вы можете там задержаться на несколько лет. То есть такая даже ситуация может произойти. Настолько вам понравится вот на новом месте. У кого-то прям неожиданно, да, приходит какое-то вот письмо, извещение, вестка, и вам там прям сказано, что да, нужно прибыть, либо вам одобрено, либо вас приглашают, и вы прям все оставляете, там трусики в кулечек положили, да, и поехали. То есть достаточно интересная идет ситуация по дому. Это очень значимое событие, потому что оно идет в центре. Дальше я вижу у вас заботу и любовь. Смотрите, вот женщина, у нее есть уже ребенок, и здесь в руках у нее еще малыш появляется. Это в прямом смысле может означать рождение, это может означать зачатие, и это может означать какую-то вот смену в приоритетах, повышенный уровень заботы о ребенке, повышенная какая-то вот отдача вот идет именно в семье, именно у женщины. Женщина, возможно, вы там школа начинается, да, и вы больше будете времени проводить с ребенком, там, приводить, отводить, уроки делать. Может быть, действительно новый ребеночек у вас появится, и вы при этом будете переживать, что старший ребенок может пострадать от недостатка любви. Я вижу, что здесь женщина просто-таки выложится на все 100, материнское сердце будет доступно и одному, и второму ребенку, и вы не бойтесь, что вас кто-то осудит, что вы там плохая мама. Может быть даже такая ситуация, что вы мама, которая вынуждена где-то далеко работать от своих детей, чтобы их прокормить, чтобы их содержать. И вы всегда об этом переживаете, вам всегда кажется, что вас осуждают за это. Я скажу вам такую вещь, что вы мама просто самая лучшая. И не должны вы никого слушать, и не должны вы так расстраиваться. Ваши детки вас любят, вы их любите. Вы делаете ради них, и они это оценят. Они уже это понимают, и в будущем они это еще больше оценят и скажут вам огромное спасибо. Не нужно себя надрывать в этом плане, и не нужно стараться. Ну, может быть, вы где-то далеко работаете, вы там вынуждены очень далеко ездить. Либо, ну, еще раз говорю, да, может женщина себя наказывать, либо ковырять за то, что она недостаточно времени детям уделяет. Не надо, все тут хорошо. Вот, пожалуйста, не переживайте. Дальше я вижу мужчину, который пытается вернуться. Мужчина, который ушел как-то по-английски, либо очень грязно ушел, с какими-то прям претензиями, с какой-то вот прям грязью вас там облил, запачкал. Этот мужчина будет делать какие-то хитрые попытки на то, чтобы вернуться. И вы даже и не заметите, как он назад просочится в ваш дом. То есть настолько он это вот такой, знаете, змеей, да, просочиться, вот как жидкий терминатор, да, вот прям пришло такое сравнение, вот прям обалдеете, да, в один момент придете, а он сидит на кухне, там, например, с детьми кушает, и еще и вам говорит, а где ты так долго была, там, садись кушать, ужин стынет. То есть какой-то такой, знаете, прям шоковый испытаете. Вы знаете, этот мужчина, он, конечно же, лукавый, конечно же, у него рыльца в пушку, но он уже свое
получил. Если он уже прям пойдет на то, чтобы просочиться, ну что, вы руками разведете, скажете, ну живи, ну что я могу сделать? Вы с ним еще помиритесь, у вас еще будет с ним, ну прям такая, знаете, активная и половая жизнь, и все наладится, мои дорогие. Я вижу, что он сможет вас уговорить, он сможет у вас выпросить прощения. Здесь идет вот именно принятие, осознание и выход на какой-то совершенно новый космический уровень в отношениях. Это то, о чем вы даже и не мечтали. Очень хорошее, кстати, событие. Начнется очень таким, знаете, вот прям с душком, да, будет попахивать, что вот он пытается там все время влезть в дом, в семью, и закончится просто гениально, феерично для вас и для ваших отношений. Так, также я вижу еще одного поклонника. Это мужчина, который очень какой-то забитый, запуганный, зашуганный, скорее всего, либо на работе, либо по соседству. Этот человек постоянно за вами наблюдает. Этот человек может вас напугать, вы подумаете, что он какой-то, извините, маньяк, озабоченный. Почему? Потому что он за вами следит. И, возможно, он что-то попытается вам то ли помочь, то ли что-то ваше взять, да, вот как на память, как вот фетишисты, да, какую-то вещь взять себе. Вы не бойтесь, он и так запуганный, просто человек к вам очень хорошо относится, он вас искренне по-настоящему любит, понимает, что вы не пара, вернее, он вам не пара, что вы никогда его не выберете, потому что у него есть какие-то, ну, особенности, да, я не хочу на этом заострять внимание, но человек за собой знает. То есть вы вообще абсолютно разные, и ваш союз, он в принципе невозможен. Вы для него идете вот такая, знаете, ангел-вдохновитель. То есть он на вас смотрит, он вдохновляется от вас, и с вас он черпает свой кайф, да, свою нирвану. Поэтому у вас будет от него испуг, я вижу, но потом будет разговор между вами. И знаете, вы будете настолько поражены, настолько окажется, что этот человек приятный в общении. Я не вижу между вами отношений, но я вижу между вами помощь, взаимопомощь, поддержку, по крайней мере, вы поймете, что этот человек вам помогает, он вас поддержит, и он может стать вам, ну, просто прекрасным другом, да, вы будете ему в будущем очень сильно доверять. Это замечательно. Дальше у нас здесь человек издалека. Человек издалека летит в вашу жизнь. Это может быть как мужчина, так и женщина. Человек летит с каким-то предложением, с каким-то делом, с каким-то запросом, с просьбой даже с какой-то. Может быть, даже человек летит с вами поделиться, может, каким-то наследством, либо какой-то возможностью. Человек будет предлагать вам какое-то дело. Смотрите, это может быть человек ваш хорошо, близко знакомый, да, но человек поехал в командировку, либо человек поехал к родственникам в поездку и вернулся с горящими глазами, с гениальной идеей насчет бизнеса, насчет какого-то развития. То есть предложение будет очень заманчивое, но в этом предложении как будто бы какие-то элементы, они не проработаны, либо о них вообще не подумали. Прежде чем загораться на это предложение, просто вот сядьте и посчитайте все приблизительно. Да, вот прикиньте все подводные камни, все возможности и кто вам еще нужен для того, чтобы это дело открыть, либо этот бизнес, либо заняться этим предложением, потому что вам явно чего-то или кого-то не хватает. И вы можете загореться, вы можете даже вот как-то вот прям, ну как, извините, с дуру, да, вот что-то туда даже вложить, а потом поймете, что, ох, а это нам не потянуть, и что там нужно действительно приглашать специалистов, которые будут для нас там что-то делать и как-то организовывать. Значит, идея хорошая, но не спешите с реализацией. Вам для реализации явно понадобится либо другой человек, еще один, да, дополнительный, либо вы что-то вот как-то упускаете из своих расчетов, да, мыслей. Здесь нужен взгляд профессионала, вот как хотите. Дальше, здесь внезапно, прям-таки внезапно идет вам подарок. Причем подарок по судьбе. Подарок, о котором вы мечтали давно, и вы о нем забыли. Вот у каждого будет свой подарок. Я не могу сказать, что это. Это что-то от судьбы идет. Да? Вот звездочка падает, исполняет ваше желание. Кто загадывал на любовь, идет любовь. Кто загадывал на деньги, идут деньги. Кто загадывал на новую жизнь счастливую, идет новая жизнь. Кто загадывал на беременность, также идет беременность. Мои дорогие, здесь именно тот случай, та ситуация, когда вы, ну, спустя время, это не сразу идет исполнение, спустя время вы получаете то, о чем загадали. Причем претензии тут приниматься не будут. Еще раз говорю, это именно какое-то запоздалое исполнение идет. Вы, главное, что
Не надо корить судьбу, принимайте с благодарностью, иначе вы можете немножечко заблочить себе исполнение на будущее. Принимайте с благодарностью, не забудьте поблагодарить Вселенную, Создателя, высшие силы и даже своего ангела-хранителя. Всех поблагодарите. Если вы понимаете, что вам этого подарка много, поделитесь с кем-нибудь. Если вы, например, загадывали на идеального мужчину, да, но вы уже познакомились с таким человеком, и у вас есть, например, незамужняя там сестра либо подруга, поделитесь, перенаправьте этого человека. Человек хороший идет. Просто, знаете, вот именно момент такой, вот как с осадочком. То есть вы это хотели, вы это загадывали, но пришло к вам немножечко попозже с опозданием. Поэтому, еще раз говорю, принимайте, благодарите, и если нужно, делегируйте, либо делитесь. Дальше, самый главный элемент здесь человек, который празднует большую победу. Здесь победа вас ждет. Вот вообще, знаете, вот если в целом посмотреть на вашу жизнь, то, в принципе, здесь победа над всем и над вся. То есть будет в вашей жизни момент, когда вы себя почувствуете именно таким победителем, которому подвластно все. И даже подвластна сама судьба. То есть вы скажете, что да, я творец своей судьбы, я творец своей жизни, и мне по силам все. Здесь может быть победа над сложностями жизни, над болезнями, над провокациями, над неприятностями, над судами, над неприятелями. Вы понимаете, тут даже не факт самой победы описан, а здесь именно ваше ощущение от этой победы. Человек победитель, человек рад себе, рад своей судьбе и рад тому, как сложилась его жизнь. Сохранитесь в этом состоянии. Здесь у вас прям праздник души, праздник тела и даже праздник в вашем доме. Вы будете очень бурно это все отмечать. Вокруг вас соберется небольшое количество людей, но эти все люди будут именно вашего круга, с любящими сердцами, любящими вас, да, таким, как вы есть, либо такая, как вы есть. Это состояние, его нужно сохранить как можно дольше и понимать, что вы человек, которому подвластно все. Вы можете в своей жизни менять все, и вы можете свою судьбу направлять в том направлении, которое выгодно для вас, которое хорошо для вас. Вы знаете, ну, честно, тут и награда, и признание, и ваше внутреннее ощущение. То есть как-то неожиданно у вас дела пойдут в гору. Вот для вас неожиданно. Хотя я вижу, что вы вкалывали, что вы работали, что вы вкладывались. Сохранитесь в этом состоянии. Это состояние вам награда за все то, что вы до этого пережили и испытали. Так, мои дорогие, на этом отсыпочка моя закончена. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.